имрӯз мақсади мо муарриф кардани Абдулло Хоҷаев, Prince of Persia, барои онҳое ки бо забони русӣ ҳарф мезананд. Скажи, пожалуйста, как так получилось, что ты, будучи таджик, живешь в Иране? Что именно в Кыргызстане мы на 10 лет застряли, да? Мы в Тегеране живем. Отец тренирует меня. Почему ММА Ирана недостаточно сильно развит? Этот вид спорта вообще был запрещен в Иране. Вот ты приехал и поднял уровень. То шахрванди, тоджики, ирония, кыргызский. Как тебе наши легковесы в UFC? Что им не хватает, чтобы попасть уже в топ-10? Абдулла, брат, тебе надо подтянуть грэпплинг, тебе надо подтянуть борьбу. А у меня хорошая борьба, я ее просто не использовал. А кто я такой, чтобы говорить кому-то напутствие, да? Но... Скажи, пожалуйста, как иранцы относятся к таджикам? По это расскажи немножко. Уже почти год, как Adashi Auto является главным и надежным партнером освещения ММА в России и СНГ на ресурсах Бахридин Джолов Official. И за это время ребята зарекомендовали себя как успешного партнера. Друзья, я как основатель этой компании могу с уверенностью сказать то, что Adashi Auto лидирует по ценникам по всей России. Так что, друзья, подписываемся, ставим лайки на все видео, которые я закидываю, и забираем свой автомобиль за наличку или же под выкуп. Спортивно-информационный канал Бахридин Джолов Official рекомендует вам покупать и продавать автомобили вместе с успешным компанией Adashi Auto. Спасибо. Всех приветствую, ассаламу алейкум. Я приехал к нашему брату Камульдину в нашу любимую клинику Огузмед, где ребята сделали мне очень хорошую пересадку 2 года назад. После пересадки обязательно в месяц один раз, общий 5 месяцев, надо ходить к нам на плазму терапию, чтобы результат, как у нашего брата Бахридина был. Дустон хамватонони азиз, онҳое ки мебиён пересадка валот мегӯянд ҳатман пас аз оне ки шумо модин мӯи сар часпондем бояд шумо биёянд PRP процедура гузаред. Ин ниҳоят чизи муҳим аст. Бе PRP мӯи сартон ҳамаш мерезад. Ва онҳое ки омаданиам ба процедураи пересадка волос, ҳатман аз нои ман гап занед, 20% скидка мекунем, бача. 3 первым людям, кто придет первым после этого видео, 20% скидка, а так моя скидка 15%. Всем действует 15% скидка, а первым 3 человек, кто от Бахридина напишет после этого видео, 20%. Друзья, еще раз всех приветствую, ассаламу алейкум. Напоминаю, сейчас будет прямой эфир вместе с Абдулло Ходжаевым. Вчера мы решили, что мы сделаем прямой эфир на персидском языке, но сейчас пришли к мнению, что это будет логично, так как я свои выпуски веду на русском языке. Вот, поэтому давайте будем сегодня говорить именно на русском. Абдулло, ассаламу алейкум. Салам алейкум, аказ. Как, на русском или на персидском сделаем прямой эфир? Можно на русском, аказ. Давай на русском, потому что у тебя аудитория, так скажем, уже знают персидский язык, и ты себя хочешь показать немножко, так скажем, русскоговорящим, правильно, да? Ты же хочешь немножко другую аудиторию тоже охватить. Достон хамватанони азиз, бори дигар хотирасо мекунем ки имрӯз пахши мустақимо бо забони русӣ мешавад. Барои чӣ? Барои он ки ман журналисте ҳастам ки дар Федератсияи Русия зиндагонӣ мекунам ва маҳз файтерҳои форси забонро ба русҳо муаррифӣ мекунам, ба рӯззабонҳо муаррифӣ мекунам. Имрӯз мақсади мо муарриф кардани Абдулло Хоҷаев, Prince of Persia, барои онҳое ки бо забони русӣ ҳарф мезананд, барои анамонҳо аст. Поехали. Абдуллоҷон, аввало, салом алейкум, я тебя приветствую. Скажи, пожалуйста, как так получилось, что ты, будучи таджик, живешь в Иране? Ва алейкум ассалам. Ну, с семьей переехали. Мне было 15 лет, когда родители приняли такое решение, и мы переехали туда, в Иран. Откуда вы переехали? Из Душанбе или из России? Нет, мы жили в Кыргызстане. Из Таджикистана вы когда уехали, получается? В детстве еще. Но я в Таджикистан ездил так на каникулах во время отдыхов из Кыргызстана. Ездил, навещал родственников, опять возвращался, но жил в Кыргызстане. А в Таджикистане в каком городе ты жил? Я в Панджи. Я из Панджи. А почему именно вот решили переехать в Кыргызстан, потом в Иран? Папа как-то аргументировал, ты рассказывал, это почему так? Бизнес? Не такая. Просто, ну, как мне говорят, они
из Кыргызстана так случайно проезжали, проездом там остановились, им понравилось. И как-то так случайно получилось, что именно в Кыргызстане мы на 10 лет застряли, да. Машаллах, вот представляете, да, вот, друзья, насколько надо быть таким, так скажем, человеком свободной воли, да, вот так вот. Каждому нам такой воли, да, брат, иметь. Вот я, например, знаешь, что хочу, брат, вот честно скажу, я хочу переехать жить куда-нибудь в Таиланд. Вот честное слово. Хочу с семьей уехать туда, в Таиланд или в Мальдивы. И остаться там. Вот серьезно. Вот сижу и думаю, блин, получится, не получится. Дети куда пойдут. Как мы потом решим вопрос с медициной. Там, знаешь, детей в школу устроить. То есть это меня держит. Но настолько у того отца дух такой мощный, что он это, да, 2 страны поменял причем. 2 страны, прикинь. Расскажешь про жизнь в Иране? Как вы живете в Иране? Все прекрасно там, Ака. Все прекрасно. Народ очень уважительный, очень гостеприимный. Нас уважают, к нам хорошо относятся. Ты чем занимаешься в свободное время? Где, в каком городе живете? Мы в Тегеране живем. И отец тренирует меня, он сейчас этим и занимается. Он тренер, Мгм. у него свой зал. Да, он тренирует там, и остальных детей тоже. Я слышал, что ты из школы тэквондо. Да, я начинал по тэквондо. Ну, как получилось, что даже в этом тэквондо меня отец тренировал там больше всего. Так, с 3 лет у меня начались тренировки с отцом. Мгм. Именно тяжелые тренировки, такие серьезные. Я не имею в виду там какие-то серьезные тренировки с 3 лет начались. Вот. Ну и с 6 лет он отдал меня на тэквондо, и параллельно он сам меня тренировал дома. И по сей день он меня тренирует. А сколько вас в семье? А у нас 3 брата. Я еще старший и младший брат. Они чем занимаются? Старший чуть-чуть оставил спорт. Младшего тоже пытаемся. Он тоже хочет выступать. Ему нравится. Он Сколько тоже ему лет? тренируется. Ему 14. Но он очень Молодец. техничный уже, он очень хороший. Мгм. Получается, вы ровно 10 лет живете в Иране, правильно? В 15 году, ты сказал. Да, 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 да. В Иране, в Тегеране, да, живете? Да. Расскажешь про жизнь в Тегеране? Какая там вообще жизнь? Ничего необычного. Я не знаю, что сказать даже. Например, чем она отличается от жизни в Киргизии или в Таджикистане? Да, в принципе, ничем, но я не знаю даже. Лично для меня сейчас там условия для тренировок очень хорошие. И все как там обустроено, наш тренировочный лагерь. Мгм. Вот. Для меня я очень комфортно себя там чувствую. И знаешь, вот такой хороший вопрос. Почему ММА Ирана, так скажем, еще недостаточно сильно развит? Вот, допустим, их очень мало в UFC, практически выходцев из Ирана в UFC. Есть иранцы, которые, допустим, уже в Америке живут 2-3 поколение. И вот они сейчас хорошо, кстати, начали штурмовать ACA. Ну, это из-за отсутствия поддержки, да, на государственном уровне. Только недавно начали чуть-чуть поддерживать этот вид спорта. Не, подожди, но у нас в Таджикистане тоже государство не поддерживает профессиональные ММА, то есть даже большие турниры не разрешают. Есть поддержка, так скажем, любителей. Ну вот поддержка любителей здесь тоже только началась. До какого-то времени этот вид спорта вообще был запрещен в Иране. Поэтому он и не развился там особо. Мгм.
А так, турниры, вот чем такое проходит там? Турниры, не турниры. Сейчас, да, много турниров там. Сейчас много и любительских турниров, даже и профессиональные проводят. Мгм. Уровень там сейчас, вот последние, сколько, может, за последние 10 лет, как я вот в Иране, очень растет уровень. Вот ты приехал и поднял уровень. Один из твоих подписчиков, после того, как я вчера анонсировал наш с тобой в прямой эфир, написал, знаешь как? Сейчас я подобрал несколько вопросов. Ассаламу алейкум, бародар. Абдулломо имконият дорем бо шумо ҳамроҳи шумо тамрин кунем. Чӣ кор кардан дар кор? Куҷо мана накор? تهران کی تهران اومدین адресом мепурсен миёин тамом бе ягон проблема. Яъне ки шумо дар Эрон кемп дорен, ҷим дорен, спортзал дорен. ҳо ака, не спортзал ахидмон нестаю, не ки рӯзиш 10 соат дар дасти моe. 10 соат даже, машаллах. А условия, как там условия хорошие? Не то чтобы хорошие условия, но такие простые условия, ака. Нет, такого ничего особенного нету. Мгм. Ковер, пару боксерских груш Мгм. и все. Что еще нужно для чемпиона? Отлично. Что насчет выступления за океаном? И он первый таджик, по-моему, который и в стойке, и в партере хорош. Вот. Вот такой комплимент тебе. Спасибо. У нас много бойцов, которые хороши и в стойке, и в партере. Но мне еще многое надо отработать, многое надо еще, скажем так, поднять, да. Выступление за океаном, там проблемы с визой немного есть, но когда будет время, иншаллах, мы и туда попадем. تو شهروندی تاجیکی داری یا ایرانی یا قرقیزی؟ چه داری تو؟ Таджики? چیز تاجیکه؟ در ایران با شهروندی تاجیکی چه خیلی میسوری گپ ویزا در کار نیست نه وقتی؟ ویزا در کار یک ماه به ویزا اینه که من چیز اقامه دارم. اقامت چیه؟ وید نجاتیسا. وید на жительство. چی مقصد داری؟ در اوی چند بای کنترکت بستگی چه خیلی پلانو در اوی؟ کنترکت نیست که در UAE. بعد یکم بای در همینجا، بعد یکم بای سال 2022 کنترکت پیشنهاد دادن نه که менеджером нагрев. گفت که лучше оставить пути открытыми его. Ну вот каждый раз на один бой контракт дают. لیگ ACA پیشنهاد کرد برآمد کردن در ACA دبی. انا با کدام خاطر رد کردی؟ Уже бой дошам, ака, уже соперник дошам 27 октябрь, як рӯз қаблаш да Абу-Даби бой доштам. Как и спрашивали, уже больше хочется за океаном подраться. Может быть, як бори дига ҳамиҷа бизанам. Не ки если еще один бой проводить, то, наверное, в этой же организации UAE Warriors я его проведу, потому что здесь я чувствую себя как дома в этой организации. Честно говоря, я тут уже 6 боев как минимум провел. Вчера прошел турнир ACA в Дубае. Как тебе вообще уровень проведения турнира? Как тебе вообще атмосфера? Тебе понравилось? Ты же вчера был там? Да. Честно говоря, наш турнир намного был лучше. Честно говоря. И уровень проведения, и все. Но бойцы там очень хорошие. Несколько бойцов, да? Я прям вообще уровень очень высокий. Ну, я думаю так, что если это первый турнир, который проводят в Дубае, вот, дальше я думаю, что они должны вот прям зайти на Этихад арену.
Ну, я так и думал. Я думал из-за того, что у них первый турнир, это будет такой мощный турнир там. Мгм. Но нет, честно говоря, не очень. Как ты работаешь над тем, чтобы попасть в UFC? Я знаю, что любой боец хочет попасть в UFC. Вот, сейчас на данный момент ты в каком этапе? Это их зовут Маджди и Али, там 2 человека. Мгм. Crown Sports Management. И Иронюан? не, один из них из Швеции, другой из Азербайджана, но он живет в Канаде. Вот, очень хорошие Вау. люди, очень мне помогают, поддерживают. И на какой мы стадии, я даже не знаю. Они постоянно пытаются решить эти проблемы с визой. Но я думаю, что я именно лично намерен попасть на какой-нибудь турнир UFC здесь, в Абу-Даби или в Катаре, чтобы и проблем с визой не было. То есть выйти на замену? Ну, один из таких классических подходов, да, там зайти в UFC. Да. Как тебе выступление, так скажем, наших ребят, таджикских ребят? Там же из твоего веса, смотри, получается, Нурлу Алиев выступает. Вот, выступает Лоих Раджабов. Как тебе наши легковесы в UFC? Что им не хватает, чтобы попасть уже в топ-10? Да, им все хватает, я думаю, они хорошие бойцы. Просто, наверное, поактивнее надо выступать, вот именно Нурло. Я думаю, он давно не выступал. Но он хорошо же выступает каждый раз, когда выходит в клетку. Но там проблемы, наверное, со здоровьем или что-то еще. Просто поактивнее, наверное, надо. Выступление зрелищное Лоиха. Его стиль, его, так скажем, ведение боя. Мне очень нравятся его бои. Мне больше всего Наимов нравится, Совсем? его бои. Хорошие у него Мгм. бои. Да, Наимов хорошо дерется, у него такие зрелищные бои, нокаутов, да, много было. Помнишь, да, там еще встреча с Да. Дана Уайтом, помнишь? Когда он заполучил бонус. Ну и, кстати, хорошо сейчас развивается Муин Гафуров. Муин Гафуров сейчас тоже такой, знаешь, реабилитировался, знаешь, он реабилитировался и такой, газует так. Я думаю, что Муин Гафуров далеко идет. Тем более он в одном кемпе же готовится с этим, с С Мирабом. Мирабом. Да, я видел. А из СНГ кто тебе больше импонирует, так скажем, нравится тебе его бои, его стиль, его, может, так скажем, образ, какой он себя показывает в UFC в легком весе из СНГ? Да, никто, наверное, Мгм. честно говоря. Арман Царукян, Ислам Махачев, Ягонташ. Ислам Махачев хороший чемпион, хороший боец, но так, чтобы прям смешанный. У меня всегда все было на одном уровне. И борьба, и стойка. Просто люди ошибочно называли меня всегда ударником. И Мгм. только из-за того, что я пытался показывать шоу, я хотел хорошие бои показывать. Из-за этого я мало использовал борьбу. Но Мгм. в последнее время надо использовать все, что есть, чтобы выигрывать бои, да? Когда соперники высокого уровня. Ну и, честно говоря, иной раз хочется показать людям, что мне часто именно наши таджикские болельщики писали: Абдулла, брат, тебе надо подтянуть грэпплинг, тебе надо подтянуть борьбу. А у меня хорошая борьба, я ее просто не использовал. С чем это было связано, что ты борьбу не использовал? Потому что хочешь показать зрелищные бои? Да. Один из подписчиков пишет, Толибов 10, насколько он близок к титулу UAE. Даже не знаю, там несколько еще хороших претендентов есть на титул, Мгм. которые долгие годы в этой организации дерутся, поэтому я не знаю, когда мне этот титульник дадут. Мгм.
там несколько бразильцев и с рекордами хорошими, и в этой организации они долгое время. Так что я думаю, приоритет за ними все-таки. Слушай, еще говорят, хорошие ученики, говорят, у Хабиба Нурмагомедова, да, тоже выступает в УАЕ. Да, вся команда у них там дерется постоянно. Да. Но это тоже такие хитрецы, этот УАЕ, что пригласить Хабиба, мне кажется, там, по-моему, то ли 300, то ли 400 тысяч долларов нужно заплатить, чтобы Хабиб как почетный гость приехал. А тут это раз возьмешь 5-6 хабибовских поставишь, у Хабиба другого варианта не будет, он прилетит. Один из подписчиков тоже пишет, когда у тебя будет реванш с тем самым учеником Хабиба, в котором тебя засудили. Я не смотрел этот бой, вот расскажи, пожалуйста, более подробно. Что это за бой, когда тебя засудили? Это был бой, наверное, месяцев 14 назад. Мы с самого начала не гнались за реваншем, потому что все, что было нужно, я уже в этом бою доказал. И ничего личного тоже у меня не было, чтобы там гнаться за реваншем. Вот. Но ему предлагали этот реванш, насколько я знаю. Мои менеджеры ему предлагали этот реванш, и он его не принял. Мне чисто, если его предложили бы, я не только его, я никогда никакого соперника не отказываюсь драться. А кто это? Как его зовут? Его Хизриев зовут, Хизриев Гамид. Он, по-моему, по любителям, у него хороший бэкграунд, да, по-моему, по любителям, нет? Да, он по любителям тоже выступал, да. По-моему, в Аймаше выступал, в чемпионате мира, вот это все, по-моему, за Бахрейн выступал, нет? Это он или перепутал, да, с другим, получается? Это другой, да. А что случилось причиной того, что ты уступил им? Там были тактические ошибки, были... Но это все повторно, если я опять скажу, да, что проблемы со здоровьем у меня были. Но это часть спорта. Проблемы со здоровьем – это часть спорта, да, бывают. Проблемы с весогонкой. У меня все пошло наперекосяк, честно говоря. Но я все равно был доволен своим выступлением, учитывая то, что я никогда этого не сказал, но я скажу это вам сейчас, то, что учитывая то, как я себя чувствовал в тот день, учитывая мое состояние здоровья в тот день, я очень даже хорошо выступил. Ничего себе. Вот говорят же многие, допустим, кто сильнее, кто победит, когда прогнозы ставят, потом такие комментарии тоже присутствуют. Говорят, что все зависит от того, кто как восстановится. Получается, ты не восстановился, да, после весогонки? Я сделал несколько таких крупных ошибок во время восстановления. И у меня с организмом вообще там такие вещи происходили, что я вообще очень плохо себя чувствовал. Я помню этот день. Но я все равно вышел и сделал то, что должен был сделать. А кто я такой, чтобы говорить кому-то напутствие, да? Но я хочу поблагодарить. Я хочу всех поблагодарить за поддержку, за все эти сообщения, которые они мне отправляют, вся эта положительная энергия. И я очень благодарен им просто за все это. Особенно те ребята, которые вчера на арене за меня болели, наши таджики, да и не только таджики, но наши таджики там просто... Я кайфовал от этого. Наши болельщики лучшие, честно. 5 декабря в Москве будет турнир ACA, друзья мои. Вот кто фанаты ММА, кто в Москве ждут турниры, большие турниры. Осимхон Рахмонов выступит с 3-м номером дивизиона. Его имя пока не могу разглашать. Вот. И Мубаракшоев будет выступать в данном
карде, Хафиз Сакибеков. Это вот 3 пацана, которые железобетонно будут драться в этом карде. И вот, и Искандар Мамадалиев, и Фаридун Одилов в этом карде будет выступать. И, возможно, Давлатман Чупонов будет выступать в этом карде. То есть, ты представляешь, 6 бойцов Таджикистана в одном карде в Москве. К сожалению, есть один маленький минус. Это заключается в том, что турнир пройдет в арене Ирины Винер Усмановой. Это маленькая арена для нас. Она очень хорошая, компактное местоположение, но для нас она маловато. Вот было бы классно, если ЦСКА арена или ВТБ арена, в которой больше 10 тысяч человек помещается. Мы бы заполнили его с легкостью, на одном дыхании таком, знаешь, с таким кардом. Ты представляешь, брат? Из Дубая люди прилетают, из Таджикистана, из Китая, из всех уголков мира прилетают. Знаешь, насколько вот наши фанаты на самом деле, брат, одни из лучших в мире. Вот так вот. Обложен, спасибо, что нашел время с нами здесь. И хотелось бы, знаешь, последний вопрос от себя задать. Какое отношение у иранцев, так скажем, к нашим таджикам, допустим, да, там. Я знаю, что, к сожалению, насколько я знаю, вот я читаю комментарии, к афганским мигрантам не очень хорошее отношение, насколько я знаю. Вот, но хотя мы один народ, один язык, допустим, да, там, вот, фарси. Скажи, пожалуйста, как иранцы относятся к таджикам? Про это расскажи немножко. К таджикам очень хорошо относятся. Нас очень уважают, очень любят. И я надеюсь, так же будет и с афганцами. Ну, с афганцами тоже так, честно говоря. Но просто там все на уровне политики как-то там получилось, что кому-то было выгодно, чтобы настроить людей против афганцев, поэтому какое-то время там, знаешь, пошел народ немного против афганцев, но в целом все адекватные люди, они так же, как и вы, мыслят. Они уважают там и таджиков, и афганцев, своих людей, да. Все-таки, мне кажется, это связано с тем, что поток миграции из Афганистана в Иран очень большой, там, знаешь, несколько миллионов. Понимаешь, Ну если, да, наверное, очень большой. да, поэтому и по-любому там кто-то нарушает закон, по-любому Да. месту это не понравится. Вот даже Душанбе и Худмурагин, Мисулигаб, я Омадаги Одам, Миллят Шага Онамезем, Омадаги Одам, як боркана, ду боркана, се бор қонун шикани кана, ки дустуш медуре, иска дустуш намедуре. برای خب قانونی در جای نباشین ای فرصت استفاده برای بچه‌ها هم وقت دولت و حکومتی که میبین رفتارشون رو درست کنیم برای چی هر یک ما و شما هر یکی ما و شما نماینده ملت هستیم بیرون از تاجیکستان. Ждем новые бои, болеем за тебя. Вот. Иншаллах, увидимся в Тегеране. Все, Рахмат, ака. Увидимся, иншаллах.